Всем привет, ребята! Сегодня видео начну прям с дома, прям с боров. В общем, друзья, водичка стала падать, прям хорошо. Но она еще не летний уровень такая, ребят, большеватенькая. На нынешнее время, сегодня 7 июня. Подонком, ребят, как будто бы закрылся, но червей, ребята, целая бочка. Вода не особо теплая. Как будто бы еще есть желание, ребята, съездить именно по налиму, попробовать постоять на одной из точек в яме, что-нибудь попробуем. Короче, ребята, летний налим, июнь, попробуем добыть его, потому что погода, вода, все эти факторы дают рыбалку. У меня сборы, все достаю. Сегодня хочу выехать пораньше, хочу немножко поспиннинговать, так как щучка, возможно, уже клюет. Но она должна брать, но кто смотрел ролики, ребят, как выходила вода, это просто ужас. Готовлю воблера и хочу, ребят, приготовить прицеп именно к мотоциклу, потому что это будет в данный момент моя техника передвижения от дома до базы, до лодки. В общем, и все-таки хочу в этом году много подвигаться на мотоцикле с прицепом, поездить по лесным речкам, короче, как-то так. Небольшие, ребят, доработки по прицепу, в принципе. Все готово, мотоцикл прошел ТО, все хорошо. Сегодня вроде без дождя, ребят, ну как обычно пасмурно, вот эти тучки, они ходят, немножко мокрят, но это не страшно. Короче, друзья, готовим прицеп, перебрал донки, опять же, собираем червей, заезжаем в магазин, берем продукты и пораньше, ребята, на реку. Будем подниматься, будем спиннинговать, тренинговать, короче, есть там еще кое-какие дела у меня там уже вверху, когда будем подниматься. Короче, проведем полноценные сутки в лесу, на речке, как мы любим. Все, ребята, лайкосик влупили, налили что-нибудь себе и погнали. Приятного просмотра. В общем, друзья, вот мой прицеп. Кстати, на вазовских колесах. Парни мне с Тафалара сделали ступицу на вазовские колеса. Я вот поставил 14 радиус. В общем, вот это мой багажник на мотоцикл. Но я здесь хочу... Что сделать, получается, ребята? Хочу поставить отбойник, так как грязь все-таки будет лететь. Это такие же зимние сани. Вот хочу, друзья, я установить сюда отбойничек от грязи. Вот так. И когда-то Андрюха с Питера, Андрюха, будешь смотреть, привет тебе, отправлял мне вот такие надписи, помните, ребят, железные. Я отправлял вот такую надпись, это на мотособаку, Тофик мы его прозвали. 3 семерки, ЕКХ, езжу как хочу, 11 рус. Я хочу поставить его назад закрутить. Будет круто, прикольно. Потому что на мотособаку его не поставить, а вот здесь как раз будет смотреться прикольно. Что, тем более, думаю, будет лежать. Вспомнил за него. Сейчас мы установим.
Сегодня, как и планировал, хочу пораньше. Время 12:34. То бишь у меня времени до 6 часов спокойно есть на подъем. Но я хочу местами, ребята, попробовать спиннингом потроллить. Хотя вода еще очень-очень большая, конечно. Не знаю, ну так чисто. Тут прошел, ну, такие перспективные места, где обычно клюет, где-то попадается. Там буду проходить. Потому что до точки мне 15-17 километров. Вот хочу побаловаться. Денек вроде без дождя, правда, вот эти тучки, они надоели, они так мокрят прям плотно, ну, солнце, мокрят плотно. Сегодня уже тоже та же самая система была. Короче, ребят, сразу от деревни начинаю. Тут бывают эти обрывчики дают, еще рогайку. Старый, друзья, мой спиннинг. Я даже его не разбираю. Тут сломанный кончик. Сломанный кончик. Шимановский удильник. Это раньше, помните, ребята, была мода такая, наверное. У кого-то, наверное, тоже такой есть до сих пор. Я что-то его в троллинг так переобул. И вот у меня до сих пор вот так, короче. Он получается 2,40. Вершинки сейчас нету. Короче, где-то он, друзья, у меня сейчас 2,10. Где-то плюс-минус. Сразу на всякий случай откроем подсак, потому что мало ли щука. Хотя навряд ли. Ну, будем верить. Так, немного. Хотя сейчас у нас баркас здоровый. Можно и большой. Он тут даже заблудился. Так, нас понесло. Мотор не заводил, ребята, неделю, наверное, дожди шли. Бедная лодочка. Соскучился прям. Ну, короче, что тут у нас, друзья? Начну, наверное, с натуралки. КДФ-ный. 2 метра заглубления, 130-й. С натуралочки начнем. В принципе, у нас вот вдоль берега пойду. Они у нас как раз самые ходовые. 3 метра уже все, это уже много. Ну, хотя вода большая. Ну, посмотрим, в общем, друзья. Такие воблера ничего мне понравились. Именно по троллинг. Сейчас определимся со скоростью, потому что на этой лодке я еще не троллил. Короче, посмотрим, друзья. Раз. Ну, нормально. Обязательно фрикцион. Может, чуть подзатянуть даже. И вот так вдоль берега, ребята, пойдем на подъем. Была поклевка, друзья. Была поклевочка. Что значит берет? Да, ребятки, была поклевка. Хапала. И там как будто тычок был. Так, интересно. Но не крупная, ребята. Не крупная щука. Сейчас спущусь обратно. Вот этот надо 100 метров пройти. Там, потому что тычок был, я думал, зацепился. А глубина большая еще. 2 метра даже дно не отбивает. Потому что здесь местами идешь, дно отбиваешь. Хорошо. Значит, будем ловить щуку. Троллингом особо, ребята, мне не нравится. Но просто когда была у меня пятерка, особой скорости не было. И я как бы уделял себе время, что иду на подъем. Ну, можно и порыбачить, потому что скорость небольшая. И что идешь полный газ, что идешь, бывает, средний газ, лучше места обойти, попробовать порыбачить. А так в целом бывает, что прям ловит, хорошо ловит. Мы попадали, прям круто было. Я, кстати, самого большого судака, друзья, поймал в своей жизни вот именно на троллинг. 4 с лишним килограмма. Ну, это точно была поклевка, друзья. Я никак не мог по-другому тут. Посмотрите, ручьи какие идут. Все из-за дождей. Так что не знаю. Ну, здесь вот до кустов доходим и идем ходом. Километров 10, потому что дальше там мест нету. Именно по троллинг.
Но эти обрывчики надо пройти, потому что бывает здесь возле деревни катаешься и прям ловишь. По скорости вроде вот как-то так. Ну и стараюсь ходить, ребята, вверх по течению. Более воблер заглубляется лучше, нежели когда ты идешь по течению. Лодку несет очень быстро. Очередной обрыв, друзья. Ну, здесь тоже недалеко. Смотрите, вот это стрижи гнездятся. Сколько их. Есть такой спор, что ласточки. Есть, конечно, ласточки, друзья, но это стрижи. Смотрите, их сколько. Очень много. Ну, сейчас буквально здесь 100 метров и погнал дальше. Что-то здесь никогда не проходил, а что-то, думаю, пройду. Время позволяет. Ребята, взял. Не поверите. Хапнула. Вроде неплохая. Дождь пошел. Да, есть. Где там у нас подсачник? Показалось. Опа! Есть, ребята, первенькая. Что-то там по глазу попало. Здесь 3 тройника. Но вероятности очень, конечно, мало схода. Она вот по глазу попала. Такой жаренок. Блин, она так показалось, что бам! Дерзко хапанула. Ну, короче, щука вон, ребят, пошла на троллинг. Че, возьмем первую тогда, че? Тем более, вон глаз ей разорвала. Сейчас все в крови будет. Так, а что у меня? Куда меня? Куда мне ложить-то? Ничего такого, что-то нету у меня. Блин, так мощно хапнуло, блин. Или я еще просто не привык. Точнее, отвык от сезона на спиннинг. Так. Что-то надо куда-то, друзья, мутить. А куда? Вот гермомешки, конечно, блин, бомба. Дождь идет. А нам хорошо. Точнее, вещам. Не зря пошел тут. Решил попробовать. Вот, все-таки пройдусь. Не зря. Не довезу, конечно, я живой. Но не так уж и жарко. Не испортится. Клевка, друзья. Не крупная, тоже что ли щурогайка. За 2 раза, короче. За 2 раза, ребята. Что тут у нас, как тут у нас сидит? А, так возьмем. Ох ты. Так, говорит, возьмем. Вроде сидела нормально. Ну там из-под этих, друзья. Хапанула. Да там мелкая, такую бы я и не брал бы. Тук! Ладно, думал, показалось, что ли. И хопа, добрала, короче. Вот с-под корней так зашел. И как раз где-то в воблер, где-то там проходил. Вот в этом месте, ребят, я поймал судака. На 4 с лишним. Так эпично было, конечно, блин. Вот где-то вот в этом районе. Да? Есть. Хорошая вроде, ребята. Подсак бери. Подмотаю. Чуть-чуть подмотаю. Да подсак бери, говорю, уже сейчас достаю. Доставать буду. Все равно обрывчики дали. Ох, там мать, слышь. Да? Вообще мать. Не вижу. Сейчас подумать. Не торопись. Сейчас подумать, братан, буду. О, нихуя! Судак. Судак, нихуя, смотри. Мамаша, смотри. Смотри. Тут, блядь, 4. Смотри. Разорвал. Не ори, бля, ёпта, брат. Вот он мой трофишка-то, ёпта мать. Взял я клыкастого в этом сезоне.
Я знал, что тут Ты будут. аккуратно, аккуратно. Ты давай сейчас, я мотыльнет тебя Да нахуй. тихо, тихо. Вместе с лодкой, блядь. Ох, красавец. Клыкастый хапнул. Держи, держи, держи. Есть. Да тихо, да не трогай, у меня же. Ему. Не надо, успокойся. Да, смотри какой. За 2, наверное, брат. Смотри, А какой. тут 4 минимум, ты говоришь 2, ты че? Я тут говорю, тут живут вот эти дураки, я знаю. Сравни, какой тут 2, блядь. Там питон. Блин, ну этот трофей вообще достойный, блин. У нас-то Ты крепко держи. черный, блин. Смотри, клыкастый. Это не берж судак. Зубы вон клыки. Ты давай этот, расчехляй побыстрее, кто-то вон, видишь, подплывает. Блин, ну он хорошо дал, блин. Слышь? А, ты, да? Отлично дал, блин. Прям дал так дал, блин. Ох, блин, тут опасно, короче. Ё-моё, огонь. Это, дай там это. Дождались трофейка-то, вот он. Блин, у нас резкость вообще по судаку, конечно. Вот это самый настоящий. Черный, смотри, ямочный. Это пахнет даже по-своему, понял? Блин, ну вообще классно. Слышишь, опять фрегат и вторая мака далась, я знаю, да? Ну что, друзья, все, я добрался. Ну да, но тут обычно вот этот ручей затоплен, и вот он должен еще немножко протекать. И вот эта яма, ребята, она начинает работать. В общем, вот в этой ямке хочу достать летнего налима. Куча лопухов. Ну вот такой, ребята, пляжик. В общем, там миляк уже. Займу яму где-то вот оттуда. И выйду еще немножко на пляж. На пляже может лещ есть. В основном ясь в этих местах. Ну а так, кто-то ночевал, смотрю, носки вон оставили. Я обычно палатку, друзья, вот там ставлю. Но здесь круто, когда весна, столько зелени еще нету. Обычно здесь палатка, тут костровище. Трава вся сырая. Вот почему люблю забродники. Костровища, дрова еще мои. Остатки. Короче, здесь, ребята, попробуем. Здесь попробуем. Что, походил немножко? Поклевку видел? Можно рыбачить. Ну, это надо плотно заниматься. Я так чисто проходил там местами. Там. Красота. Туча идет какая-то, блин. Ну да ладно. Вот, друзья, весенние мои палочки. Вот я их собираю. Вот здесь. В общем, выставляю донки. Вот этот куст всегда выручал меня. Почему-то, не знаю. Все зазеленело. Интересно. Ну, что-то у меня прям душа лежит, друзья. Здесь попробовать. Вот еще одна палочка. Это я так выбрасываю. Блин, так все зазеленело, ребята. Аж непривычно. Блин. Лето. Правда, лето только по паспорту, по календарю. Летом не пахнет. Все нормально, ребята, все мне устраивает. Единственный момент, что нет дров. Как обычно, здесь с дровами проблема. Думал, там посмотрю. Ну, там есть, как бы, там пенечки такие красивые лежат, но с оттуда брать, как бы, тоже нельзя. Я не любитель, как бы, что, люди строили что-то там, какую-то лавку. Как и здесь я стол строил. А потом приезжают и
Ну а что, спалим, да и все. Тоже как-то некрасиво. Походу куда-то надо будет съездить за дровами. Потому что костерочек я тоже хочу. Так, друзья, ну что, немножко лагеря. Короче, маялся, думаю, куда? Уходить туда в кусты. Ну, как обычно, я весной сижу. Но опять же, потом хочу вот на бережке, ребят, посидеть. Даже хотелось еще ближе. В принципе, это возможно, но я не люблю песок. Кто понимает, тот понимает, ребята, когда он тем более сырой. Блин, там все вещи, не дай бог, что-то упадет. Труба. Поднялся, ребят, вот так в траву, немножко тут площадку оборвал немножко. Сейчас вот натопчем, нормально будет. Поставил палатку, полы сразу, ребята, стелил, чтобы комары не залетали снизу. Смотрите, полная палатка комаров. В кустах, конечно, они надоедать будут, но это лучше, чем песок. Антикомарин есть, побрызгаем. Ну и поставил палатку сразу, ребят, потому что, блин, вот эти тучки, они моросят. Если там пойдет дождь, то зашли прям столик, раскладушка. Занесли и сидим в палатке.
Бомба, бомба, кайф. Время у нас 4 часа. В принципе, у нас еще, ребят, времени вот так. С дровами не знаю, что порешать. Что-то я вот пока проходил, ничего такого я не видел. Сейчас тем более все зазеленело. Если какая-то сушина, то ее не увидишь сразу. Что-то надо куда-то заходить. Здесь лес далеко. И не совсем удобно. Короче, куда-нибудь, ребят, съездим, наверное. Посмотрим дрова. А так, в принципе, костер мне не нужен. У меня есть горелка, ребята, у меня есть газ. Приготовим еду и так. Сейчас белые ночи. Совсем светло. Посмотрим, может и без костра, ребята. Ну, костер это, блин, это классика. Костер, он как бы так, для настроения. Попьем чая, друзья. С коржиком. Давайте. Красота. Лето. Летом одно плохо. Это вот дождь и это комар. Ну и вообще, я имею в виду, весь это гнус. Зимой лунки бурить надо. Холодно. Так что везде свои нюансы. Ну круто. Круто. Блин, хочу, ребят, в этой яме вот все-таки попробовать. Так что давайте за рыбалку. Червей, ребята, порядком, ну не знаю, штук 500, наверное. Может больше. Сразу, наверное, ребята, я обозначу доночки. А потом уже будем смотреть, поеду куда-нибудь за дровами, не поеду. Щука, кстати, живая еще была. Вот такая. Я в садочек ее отправил. Так что ничего, нормально. Не испортится. Завтра с утра, значит, можно, ребята, поспиннинговать. Я прям так планово выехал. Прям на сутки целые. Ну, опять же, посплю немножко. Там с утра немножко кемарну. Вариант, можно пораньше встать. Походить все-таки днем. Щука, понятно, не так она активна. Надо или вечером, или рано утром. Будет поактивнее, наверное. Но уже начала брать, ребята, уже радует. Уже радует. Так, доночки я перебрал. Все, 10 штучек у меня, как обычно. Давайте пойдем зарядимся. Так, здесь основная яма, друзья. Получается, надо как нам быть? 3 в яму. Одну вход в яму. Одну выход с ямы. Это у нас 5. Ну и получается 3 там. Ну и 2 там. Погнали. Ну все, друзья, 10 штучек как с куста. Почистил по ямке.
Ямка почему-то изменилась. Сюда сдвинулась. Вот это тоже хорошо провалилось. Ну, эти уже на пляжу, ребята, вот уже подальше. 20 метров. 22, 25. Те там 17, 15. В общем, раскидал вообще разные дистанции. Не знаю. Все-таки надеюсь на налима, ребята. Понятное дело, если бы не вода, вот с таким подъемом воды, я бы, конечно, уже никаких донки бы и речи не шло. Уже фидер, уже спиннинг. Мы уже с Васильевичем сплав планировали, бац, подъем. Ну, короче, донки, ребят, ставишь. Первую поставил, вторую вот разматываешь, первая уже звенит. Ну, мелочь. Трын-трын-трын. Но доночки стоят, конечно, красиво, ребята. Прямо, как я люблю. Ну, понятно, течение. Течение не такое уже. Вот груза сейчас держит хорошо. Весной это понятно, блин. 250 и сносит и не выдерживает просто. Ну, я тут сейчас звенело, подошел. Ну, мелочь, понятно, ребята. Окунь уже, вся рыба. На червя это невыносимо. Тем более 10 донок, это по два крючка. Блин, ну это просто ходить надо постоянно. По плану я 8 начну, друзья, и буду рыбачить до 11. А там уже как карта лежит. Посмотрим. Сейчас уже понятно, что там все пусто. Но как-то так. Можно уже миногу добывать. Короче, ребят, рыбалка начинается. Ну, опять же, фидер, друзья, фидер. Это последняя рыбалка 100% на донке в этом сезоне. И уже все, начнем. Уже нормально можно сидеть, кормиться. Сейчас проверю, что-то звенело. Какая-то рыба, ребята, идет. Ну, все понятно. Все понятно, друзья. Какие донки. Ну, он уже ляпки клюют, друзья. Сейчас бы нормально, может было сидеть на фидере уже, балдеть. Вот получается вход в яму. Вход в яму, стоит бель, получается. Ну, такой ладошник. Нормальный подлещик. Заберем. Метра 4. Есть. Да, на пляжу-то нормально, ребят. Здесь комарье. Здесь комарье. Что-то, короче, друзья, решил я никуда не ехать. Ни за какими дровами. Буду без костра. Надеюсь, что комары не сожрут меня. Здесь. Да, и мне кажется, что времени просто не будет. Какой-то прошлогодний, блин, леший. Да, нормально достать. Вожу, ребята, по 3 тюбика. Ну, у меня всегда с запасом. И газ, и антикомарин. Так, не на себе же носишь, правильно? Мне кажется, что мне просто даже времени не хватит. Потому что если я буду вот так ходить, рыбачить, 10 донок на червя, блин. Все, подлещик клюнул, короче, ребят. Немножко. Ну, налим должен выйти, мне кажется. Должен. Хотя не знаю.
чай попьем. Наверное, поужинаем. И уже потом начнем движуху. Раскладушечку взял. А потом под утро, если что, поставлю, закроюсь. Палатка с москитками. Можно пооткрыть. Хотя ночью будет 7 градусов. Не особо-то и тепло. На реке все 5 будут, по-любому. Может, даже комаров не будет. Давайте, друзья. На-на-на-на. Кстати, друзья, многие просили: Андрюха, покажи свою коллекцию ножей. Ребята, у меня их очень много. Ну вот сегодня взял наглядно показать вам пример, потому что пришла мне очередная новиночка. И вот сегодня прям наглядно, ребята, я вам покажу. Эти все ножи от Русберга, мастеров. Потихоньку, помаленьку, друзья, я заказывал. Начинал с Енисея. До сих пор я с ним двигаюсь. Видите, ребят, какие ножны уже. Ну, видно, что он такой прям работяга. Енисеешка. 1000 раз, друзья, его видели. Сталь АУС-8. Это японская нержавейка. Такой четкий трудяга, работяга. Я вот беру, вон, смотрите, даже в чешуе у меня. Только пользуюсь, друзья, нержавейкой по рыбалке. Потому что, ну, вода, грязь, сами знаете. Следить надо за ножами. В общем, спуски прямые. Круто и рыбку резать, и постругать можно из-за того, что спуски прямые. И пацаны даже разделывали. Я давал пацанам. Здесь единственное, то, что у них везде идут вот такие ремешки, хлястики. Здесь я его убрал, потому что часто им работаю, и он мне мешает. Это нож рыбак. 95Х18 кованая. Тоже что-то у меня тут прилипло. Надо ножи в порядок привести. Сериетр есть. Ну, как, почему называется рыбак? Потому что тут сериетр. Ну, с понтом делом можно чистить рыбу вот именно не ножом, а вот именно вот этим сериетром. Ну, как пилка идет. Одно время я им пользовался. Он так у меня валяется. Как бы. Ну, и здесь у меня филейник, друзья. Тоже 95Х18 кованая. С гравировочкой. Андрея Новикова от мастеров Русберг. Чисто брал, как бы, на изыски всякие. Щуку там на филе порезать. Ну, филейник, как бы, в коллекции тоже должен быть, мне кажется. Вот это вот у меня 3 ножа, которые взаимодействованы. Ну, в основном, конечно, вот этот уже прошел огонь и воду. Медные трубы. И вот, ребят, совсем недавно, буквально сейчас на днях, я забрал очередной нож от компании Русберг. Приходят вот в таких пакетиках. В общем, ну, вот парни отправляют почтой в любую деревню, то бишь до моей деревни ножи спокойно доходят. Вот у них такие пакетики. Каждый нож они отправляют вот в таком пакете. Я, конечно, его открывал уже. Ну, я имею в виду, так посмотрел. С каждым ножом идет паспорт. В данный момент, друзья, это у меня нож старатель. Здесь приложение, сертификат соответствия получается. Ну, все вот эти общества охотников и рыбаков. И то, что не является холодным оружием, в общем, можно перевозить куда-нибудь, друзья, его. Давайте, ребятки, откроем и посмотрим. Ну, в общем, очередные ножны, ребята. Ножны крутые. Ну, телячья кожа, скорее всего. Ну, они, наверное, скорее всего, все идут. Вот эти прям в одной идут, а вот это такой более гладкий. Независимая подвеска, ребят, смотрите. Кроме филейника, вот, что удобно. Можно жестко его на ремень, а можно, допустим, подвесить. Когда вот висит на поясе, очень удобно, кстати. Он тебе не мешает свою форму
Также, друзья, смотрю, есть отверстие, но здесь хлястика нету. Давайте откроем, ребят. О, красота! Смотрите, ребят, какой ножичек четкий. Такой я прям не знаю, под что его буду применять, но за грибами уже точно вижу, что полетит. Здесь, друзья, у нас D2, это немецкая сталь, тоже нержавейка. Есть, кстати, и китайская, но у парней не может быть китайская, конкретно аналог, оригинал D2, немецкая нержавеечка. 60, ребята, твердость. Рукоять у нас орех. И вот видите, вот эти полосы, друзья, не знаю, на камеру видно. Это прям сатин. Но опять же, плавный спуск. Можно веточку резать. Всяко разно. Ну, такой, ребята, красивый, смотрите, да? Под охоту сделан. Очень ножи, ребята, острые. Прям заточка четкая. Клиночек прям огонь. Вот такой, ребята, очередной нож у меня появился в коллекции. Раз. Ножны все четко прошиты. Заклепочки. Блин, нравится, ребята. Смотрите, какая красивая штучка здесь еще сделана. Парни реально делают крутые ножи. Ну, в руке так лежит. Блин, ну, по готовке, скорее всего. Не знаю, по рыбке как чистить. Ну, вот что-то нарезать. Прям по грибочке, прям круто. Такой средненький ножик. Красота. В общем, ребята, очередной ножик идет в коллекцию. Вот такие ножи, ребята. Понятно, что, допустим, филейник, я его не буду на постоянной основе. Если куда-то там в походу собрали, взял, положил его как бы. Ну, я если на дальние походы иду, я не беру один нож, я беру 2-3 как минимум ножа. Кому-то дам дать что-то, допустим, вот этот как бы я его не жалею, там, ну, прям трудяга реально. Домой приду, надо помыть ножи. С этими походами не углядишь. Ну и о чем говорю, друзья, то что нержавейка. Под дождь это попали, забыли протереть, достаете, а тут у нас все ржавое. Здесь уже проблем с этим не будет. Это все ножи, получается, нержавейка. А УС-8 японская, D2 немецкая и 95 Х18 кована, тоже нержавеечки. Вот как-то так. Небольшой обзор, ребята. И распаковка нового ножа. По ножам, ребята, есть промокод. Уже работает 1000 лет. 10%. Промокод Дрюня. На всю продукцию, ребята. На всю мастерскую от компании. Помимо своих ножей, ну, у ребят, у них также есть европейские ножи. Всякие ганзы, там, складники и так далее. В общем, помимо своих ножей, которые они изготавливают, у них также есть, ну, которые там пользуются на рынке спросом, также у парней есть. В общем, ребята, 10%. Заходите, смотрите, приобретайте. Есть гравировки на подарок. Мне кажется, там женщинам, ну, прислушаться нужно, супругу заказать с любой гравировкой. Там неважно, как бы там, просто любую надпись. Ну или там что-то как-то, в общем. Потому что гравировочку делают любую. Так что, друзья, ссылка в описании. Залетайте. Ну тут понятно, ребята, без вопросов, конечно. Просто без вопросов. Ножи, конечно, очень острые. Прям вообще острющие. Бывает, знаете, там вот заводской нож, но заточки просто нету. Здесь прям заточка, ребята, идеальная просто. Смотрите, что делает. Просто как по маслу. Да, поднарезать что-нибудь там прям лежит в руке. Четко.
Посмотрю, друзья, доночки. Прошло уже порядком. Чисто, что как у нас в ямке тут дела. Немножко травушка есть. Понятно, что крючки, блин, пустые, ребят, смотрите, полностью. Но я говорю, начнем с 8, наверное, мотаться. Посмотрим, что получится. Пока так особо не насаживаю. Чисто так. Ну, вон, видите, подлещик клюнул. Правда, на песках. Не в яме. Червей много. Можно фигачить. Кормить рыбейку. Подкармливать. Снизу мотор там какой-то жужжал. Кто-то поднимается. Тут немножко неудобно. Не то что ходить, а забрасывать. Как раз ступенька такая большая. И вот тут немножко, конечно, некомфортно. Но ничего, где наша не пропадала. Здесь уже немножко травушка, друзья. В яме более-менее. Здесь уже на тяге уже идет трава. О, еще один, ребята. Опа. Подлещики, блин. Фига у него морда побитая. Смотрите, ребятки. Видите, какие-то раны. Подлецы. Короче, фидер надо было убрать. Я тут донками. Ну ничего. Можно и вон у него и хвост. Что-то порванный досталось ему в свое время. Садок что? Пойдет. Подлещики. Короче, на фидер, друзья, надо лупать, садиться. Вот их можно садками таскать. Давай, брат. К братьям, к сестрам. Надеюсь, не последний. В яме ерши, друзья. Ну, налима не будем оставлять. Отпустим, пускай живет. Короче, вода-то теплая, ребята, уже на руку. Не знаю, сколько градусов. Короче, я не знаю, наверное, с налимом борода. Но будем надеяться, вот. Раз, два, три, четыре. 4 донки вот эти. Посмотрим. Ночью, может, выйдет. Ну вот, ребят, полосатый. Окунек, горбунек. Самый крайний. Блин, трава все равно, друзья. Ну, донки, понятно, длинные. Окунечек. Не крупный, конечно. Заглотил. Придется забрать. А ничего, на котлеты. Сейчас на фидер пойдем. Подлещиков, ребят, будем ловить. Всю морду разорвал. Будем котлеты делать и консервы крутить на автоклаве. Рыбу чистим, замораживаем, потом пачкой размораживаем все. И уже что-то туда, что-то туда. Сейчас автоклав у меня есть, блин, доволен как удав. Уже нет каких-то там проблем что-то с рыбой сделать там. Закатал в банке. И все. И лежит себе спокойно в баночках. Захотел, открыл.
Супчик сделал, так поел. Тут где-то я вот так решил. Ну вот и солнышко, друзья, заходит потихоньку. Ну, пока только за деревья, еще не за горизонт. Ну, прошелся, ребята, что, они вон все шатаются. Мелочь. Уже на самом деле донки как бы уже поднадоели. Просто поднадоели. Уже вот охота посидеть на фидер, как бы уже не лазить, не вот ходишь тут как этот. Донки вообще грязная рыбалка, по идее. Руки постоянно в воде, в грязи. Охота уже что-то нового. Ну, какое-то разнообразие. Потому что приедается одно и то же. И самому потом неинтересно становится. Сегодня вот спиннинг взял, щукарь хапнул, так уже другая ностальгия. Но это последняя рыбалка, ребятки, все. Подлещики вон клюют, уже надо их ловить по-другому. Вадя 2 новых фидера подогнал. Короче, прикормки, ребята, я заказал уже 3 коробки. В общем, на лето хватит. Да, вон они все шатаются. Сегодня придется бродить. Потому что, ну, сидеть так ждать какую-то ребейку, того же подлещика, что если мелочь обладает, даже подлещик не возьму. Ну, посмотрим, ребят. Все-таки ставки на налима. Поймаем мы, не поймаем его. Самому интересно. Кстати, друзья, когда взял коврик, помните, говорил, что чуть-чуть как будто бы побольше надо было забрать. Ну, как будто бы будет скользить. Все четко, ребята. На солнышке он немножко разложился, разбух, так скажем. И вообще четко, грамотно стоит. По поводу тена говорили. Андрюха, тебе нужен тен. Все, ребята, пришел мне. Я его, кстати, взял с собой. Тоже забрал вот недавно. Кстати, откуда же лодка. Там ребята пошивают. Все мне сделали красиво. Вот завтра, когда приберу здесь, все красиво сделаю. Примерю его, посмотрю. Потому что лодка все-таки у меня на базе стоит. Дождь, листва всякая. Теном закрыл. И все четко. Завтра посмотрим, ребятки. Сегодня уже не буду распаковывать. Завтра с утреца достану. Хочу там помыть немножко. Но люблю я, чтобы порядок в лодке, друзья, был. Так что, в принципе, все у меня. Что хотел пока. А так заморочек очень много. Жесткий корпус. Здесь хочу много чего замутить. Прикольных вещей. Все со временем буду дорабатывать. Под себя подстраивать там. Подставку под телефон, там что-нибудь, подстаканники, что-нибудь будем делать, братва. Там какая поклевка, блин. Как обычно. Как обычно, ребята, начнешь заморачиваться. Сидел на лодке, нифига. Только начал котлетосы жарить. На тебе.
тоже по-нашему. Леха. Такое уже, ребят, пойдет. Сушу звенит, блин, а, засранец. Пойдет хороший, ребята. Вот тебе котлетки. Так, ну что, пляж по лещу дает. Короче, ребята, котлеты растаяли. Кое-как их положил. Ну, я думаю, пожарим. Вместе с комарами, кстати. Вот так вкусно получается. Да, это уже не зима, ребята. Ну ничего. Ничего страшного. Тарарай. Та-та-ра-ра-рай. Та-та-ра-ра-рай. Ну что, друзья, отведаем. Чисто так, по походному. Заморачиваться лень. Чисто так. Опа, что тут у нас? О, даже корочка, ребята, есть. Приятного аппетиту. Всем кушаем и начинаем. И так вкусно, ребята. Ну что там, гамбургер, хорошее мясо. Помидорочка, черный хлебушек. Чаек, ребят, с лимончиком. В термосе там, блин, по своей технологии заваренный. А на природе-то вдвойне вкуснее, братва. Аж так аж хорошо стало. Аж жить можно, дальше двигаться. Че, начинаем, братцы. Наше время наступает. 8 часов. Сейчас только остается работать, двигаться. 9, 10, 11. Ну, в таком режиме плотном 3 часа поработаем. Ну, если донками заниматься, ребят, на самом деле это быстро все пройдет. Я вот почему и покушал. Потому что, чтобы потом не заморачиваться. Прямо напротив лагеря, ребята, сижу, кушаю. Вот. Кто-то дрыгается. Кто-то дрыгается, но не звонил. А может и звенело. Плитка шумная. Не слышно нифига было. Ну, окунек. Да хороший, ребята. Окунек-то. Окунечек-то добряк. Нормальный окунь. Таких можно рыбалить. Заглотил, правда, зараза. Приходится вырывать прям. Дай. Вот такой, ребят. Грамм 100. 120. Пойдет. Правда, не выживет в садке 100%.
Так, друзья, что? Солнышко село. Прохладно стало. Туман, смотрю, попер над рекой. Вода все равно нет-нет-то уже прогрелась. Хоть и дожди были. Просто, ну такие дожди, ребята, это ужас. Просто ужас. Мне кажется, картошка сгниет просто в огороде. Она просто плавает там. Да. Ну что, все, прошел первый проход. Посидим, послушаем. Что-то там костровище было. Чурочка лежит. Здесь, смотрю, лежит. Там у меня остатки. Может, какой-нибудь маленький костер потом мы забодяжим. Так, под настроение. Посидеть возле костра. Что значит у нас, ребят, яма? Тишина, ерши. Вот эти 3 донки. Окунь и лещ. И там тоже выход. Окунь, лещ. А будет ли налим? Мы же за налимом приехали. Кажется, выйдет сорван. Налимчик-то точно выйдет, по-любому. Сейчас как раз его время. С 9. Тут кто-то, друзья, что-то щепил, рубил. Не пойму, для чего такие маленькие дрова. Заберем, короче. Вот тут костровища. Там, смотрю, еще они лежат. Короче, сделаем, потому что проиграем, ребята. Там, мне кажется, градуса 2 будет на реке. Хоть маленький такой сделаем. Вон здесь тоже. Да, сколько раз себе говорю. Не ленись, Андрей Викторович. Заготовь, пусть будет. Ну ладно. Не думал, что так холодно, конечно, будет. Я здесь когда-то, ребят, брикеты оставлял весной в пакете. Вот они. 3 или 4 брикетина у меня. Ого, как они разбухли. Ну тоже спалим, чтобы мусора не было. Кто-то лазил, кто-то доставал, походу, что они хорошо завернуты были. Короче, все костры, ребят, почищу. Едино сделаем. Че, нормально. Потому что я знаю, что будет очень холодно. Я уже это понимаю. Ну вот. Называется собирательство. Ну что, пойдет, друзья, нормально. На часа 2 небольшого костра будет. Спалю свои брикеты. Оставлял. Там немножко, тут немножко. Надо было заезжать. Заехать сушину напилить было, привезти. Такой баркас иметь и дрова привезти не могу. Нормально. Вот, в принципе, ребята, белые ночи, смотрите. Вот как-то так. Сейчас у нас. Красота. Густера, ребята. Густерочка. Густерочка. А там какая-то поклевка, друзья. Что-то поход тут и есть у нас.
Ну вот он, в принципе, ребята. И налимчик вам вместе с густеркой. Смотрю, что-то трепещется. Густерку возьму. Котам попросили свеженькую рыбку. И мелкий налимчик. Ну вот получается вход в яму. Заводюга. Ну понятно, такого они летом могут хапнуть. Я просто думал, что в яме будут налимы, ребята. Стоять еще до сих пор. Блин, захватил-то. Так, друзья, небольшое совещание. Не знаю, видно мне, не видно. Фонарик. Фонарик я одел. Ну, на улице, в принципе, мне светло. Да, немножко еще потемнело. Ну, во-первых, пасмурно, друзья. Во-вторых, как бы, ну, примерно вот так вот сейчас. Как-то вот сейчас вот так. Что могу сказать? С налимом, ребята, прогадали. Но это и понятно, должно быть так. Все-таки природа берет свое. Сейчас была поклевка хорошая. Ну, скорее всего, это подлещик. А так, ребята, я не вывожу обрабатывать 10 донок. Просто они все пустые. Вот сейчас вот я вот прошелся 15 минут назад. Можно смело сейчас идти заново. Так что, короче, не знаю, ребята. Есть такое предложение. Часик пободаться еще. Если нет, лечь поспать на пару часов и встать на утрянку, попробовать половить леща. Как-то так. Тишина, друзья. Ну, возможно, тишина из-за того, что там ничего нету. Время у нас 23:45, 12 часов. Делаю проход, ребят, очередной. Ну, маленький костерок у меня. В принципе, не зря походил, собрал. Все-таки сидишь там немножко теплее, чем он здесь. Да, градуса 2, наверное, 3 может. Короче, наверное, как сделаем, ребятки, как я вот и планирую. Сейчас прохожу, перенасаживаю. Понятно, что налим, все, отбой. А с утра можно вот половить еще вот, ну, я имею в виду в 4, там, в 5 утра встать и порыбачить. На донке, вот подлещика, может быть, подъязика, там, окуня. Ну, что-то такого плана. Ну и потом спокойненько собраться и спуститься. Еще хочу потренинговать. Потому что, ну, я не вижу смысла сидеть сейчас до утра. К утру будет морить меня, получается. Буду кемарить. Да, наверное, так и сделаем, ребят. Сейчас пройдусь, занесу раскладушку, спальник, коврик. В спальник залезу. Не замерзну.
Красота. Доброе утро, ребята. 5 утра. Короче, проспал я, ребятки. Проспал. Что я там, час? До 2, наверное, маялся, ребят. Холодно было, блин, в палатке. Даже в спальнике, блин, согреться не мог. А потом что-то так закутался. Вроде как надышал. Баму и уснул. Будильник не ставил, как. Вскакиваю, смотрю, солнце уже. В палатке уже тепло. Короче, 5 утра, друзья. Хотел я встать так, что-то в 4. Пол-4 порыбачить. 5 утра, в принципе, у нас еще есть 2 часика. Сейчас пройдем, друзья, посмотрим донки. И забросим. Что у нас там с ночью, так скажем, может, что попалось. Ну, посидим еще, позавтракаем. Все равно собираться надо, палатку, да что, позавтракаем и как раз тут 2 часика-то и пройдет. А потом делать уже нечего, мелочь она отдает. Как там правильно, язык не поворачивается. Короче, погнали, братва. А вот в ямке, ребята, налим Никодим. Попался. Тихо, тихо, брат. Тихо, тихо. Тихо, родной. Тебе повезло, я тебе скажу. Засекся ты грамотно. Давай, иди живи. Я потом весной приеду следующий, чтоб уже подрос более-менее. Они тут местные, жить будут все лето в этой яме. Но опять же, с той стороны еще глубже, ребята. Холотом когда смотрели, и там все в корягах, они, скорее всего, все вот там по тем обрывам будут просто все лето зимовать. Вот такая трава, друзья. И вот такая густерочка. Травы очень много, блин, зараза. Вот она еле сидит, конечно, это густера. Фидер надо ловить. Прошелся, друзья, по донкам. Один налимчик в яме. И там что-то пару густерок вот таких. Травы, блин, немерено. Ну, короче, беспонтово. Вообще беспонтово. Это не рыбалка. Я вчера просто устал, друзья, то что, блин, вот ходить вот это, перезабрасывать. 10 донок окучивать, это тоже сложно. У меня вот здесь, чтобы вы понимали, вот здесь такие потом шрамы остаются, это от донки. То, что траву щипаешь, забрасываешь, узел рвет.
Короче, завтракаю, ребята. На завтрак у меня чай с коржем. И вот подсел на такие вещи. Вот эти горячая кружка, блин, вообще круто. Так бывает с утра что-то охота горячего, такого жиденького. Ну, вот, бывает кто-то там с бадунца, да, можно хапануть. Кстати, тоже вещь такая интересная. Но я вообще, мне нравится то, что горячая, бульон. Ну, как будто бы там сухарики какими. Ну, там можно что-нибудь там, прикруску еще съесть. Так что, блин, вообще тема вещь, ребята. Положите себе в сумки, кто вот на походах. Да еще где-то в дороге куда-то поехал. Так, нет, выручит. Я даже вот сумки холодильника не выкладываю их, бывает вот. Ну, у меня вон котлеты есть, там еще что-то. Ну, неохота сейчас, вот просто неохота. По настроению, правильно? А что обламывать свое настроение, когда есть что-нибудь выбрать? Сегодня ветерок. Ну, солнце. Не знаю, но это только с утра, ребята, как обычно. Как правило, к обеду у нас все меняется. Ладно, завтракаем и потихоньку собираем лагерь. Не знаю, может какая-нибудь доночка зазвенит. Ну, хотя навряд ли. Вообще беспонтово. Беспонтово. Собрал я лагерь, друзья. Вот такой минимальный лагерь, 6 сек собирается. Это, конечно, не зимний. Зимой, как вспомнишь, думаешь, да ну нафиг. Кстати, пока там завтракал, ребята, где-то тут звоночек был. Ну так, небольшой. Я уже не стал дергаться. Посмотрим, может, подлещик какой или окунек. Что-то с этого расчета. Ты что ли звенел, брат мой? Кунек, ребят, смотрите, какой маленький. Давай, дружище. Хватал ее в отвечку. Ну что тут, ребятки, немножко на жареху-то поймали. В принципе, много нам не надо. Что тут у нас? 3 подлещика, 1 хороший, щучка, 3 окуня и немножко густеры. Отлично. Ну что, друзья, все, собрался, лодку загрузил, пойду вниз. Местами потренингую. Блин, опоздал вообще почему-то, хрен знает. Как будто вчера так все расписывал, а смотрю в 9 утра уже. Ну так, местами, особо не буду задерживаться. Там.
Это надо выезжать плотно, уже садиться и уже проходить пару раз, менять приманки. Я чисто так. Все, ребят, за мной, как всегда, максимально чисто. Не мусорите, не бардачьте, ребята. Блин, забирайте с собой мусор. По максимуму есть варианты, сжигайте. Но остальное увозите. Там можно закопать. Понятно, что как бы есть какие-то условия. Но сейчас в основном все на технике, все на лодках, на вездеходах, на машинах. Мне кажется, даже и закапывать не нужно. И так в нашей стране уже, в наше время, и так всякое печально. Так что давайте, ребята, хотя бы природу сохранять. Берегите, в общем. Все, брат, костерочек потушил. И за мной даже дровишки. Какую-нибудь страннику можно скипятить чаек. Ну, я, в общем, вниз дорогу. Может, щукаря еще цепанем. И вообще будет замечательно. Ветрено, ребята, чуть-чуть. Пройдем сейчас вот бережок вот этот. Ух ты, блин, ребят, далеко я, блин, так отмотал, конечно. Ну, поклевка. Опять возле деревни. Уже думал, ладно, поеду. Психанул. Бахнуло, блин. Короче, далеко не надо, друзья, отматывать. Слишком потом, потому что вероятен сход. Ох ты, зараза. Ты чё прыгаешь? Ну, щурогайки, блин. Такая же щурогайка, как вчера. Получается. Стоять. Стоять. Ну вот. Теперь полный комплект. Теперь, ребята, полный комплект на жареху. Мелкая щучка, конечно. Всю губу я порвал. Но возьму, там как раз две будет. Такая 500-600 грамм. Блин, погода, конечно, хлам. Кстати, по поводу подсачника, ребята, только лесковый. И не дай бог он будет сеточный, вот этот, с нитки. Все, 3 крючка. Можете выкидывать сразу подсачник, потому что там только резать. Уже проверено. Ну, подплыл только начал и смотрю, бац, поклевка. Прикольно. Блин, что-то тоже кровит вся, блин. Вся кровит прям. Что, пройдем еще что? Только начал подниматься. Ну что, друзья, все. Хватит на сегодня. Прошелся. Поклевок больше не было, да и в принципе не надо больше. Хороший лов, ну я именно по еде. Приготовим сегодня свежую жареную рыбу. Мелочь почистим, заморозим, потихоньку копится на автоклав и так далее. В общем, ребята, такая рыбалочка. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, скоро уже начнется все по-хорошему. Фидер, щука, сплавы и так далее. Все, пока.